Здравствуйте, друзья. Меня зовут Нияз Исламов, я программный директор фестиваля «Навруз». И сегодня я выступлю в роли модератора встречи, нашей пресс-конференции, нашего такого круглого стола с деятелями казахского театра. Поскольку сам я довольно часто бываю в Казахстане, знаю многие театры, коллективы. Правда, вот с театром Даригай мы познакомились впервые вот здесь. Сначала я отсмотрел видео, мне очень казалась интересная постановка Ричарда Злетева. Остальные театры я знаю, конечно, Куанышбаева, знаю давно, не очень давно, но хорошо. Знаю художественного руководителя Талгат Туменова, директора Айбулата Сатенбаева, которых с нами нет, но позвольте вам представить. Директор. Ой! Бывает, который просто нет среди спикеров, я имею в виду, что ж мы прямо тогда. Поэтому я представлю участников. Значит, Казахский музыкально-драматический театр имени Куанышбаева, город Астана, который выступил вчера со спектаклем «Вишневый сад», чьи представляют у нас Разбеков Алимбек Токтарович, режиссер, и Ардаваев Шахмурат Сайлубекович, актер. Молодежный театр Даригай из города Семей у нас представляется, который сегодня тоже показали Ричарда Третьего, представляет Бахсинов Мамадулды Талгатбекович, это директор, и Жумабаева Дина, здесь я извините. Жумабаева Дина Кунанбаева, режиссер спектакля. Вот, наверное, первое слово все-таки я, наверное, предоставлю не потому, что это Астана, а потому, что они сыграли спектакль раньше. Вот в такой очередности предоставлю музыкально-драматическому театру имени Куанышбаева. Скажите, пожалуйста, может быть, какие-то свои впечатления от Казани, от фестиваля, от казанской публики, все, что вам понравилось, или, может быть, не понравилось у нас. С каким вы приехали настроением, что вы для себя берете, что вы получаете от этого фестиваля, нужно ли это вообще? Спасибо. Конечно, фестиваль очень нужен, очень. Вот мы приехали и получили огромное удовольствие. Хотелось узнать установки наших коллег дружественных стран, чем они дышат, о чем думают, какие спектакли сравнить, если что. В общем, я получил огромное удовольствие. Вообще, я в Казани первый раз. Мне город сам понравился очень. Народ очень добрый, город чистый, светлый и настолько приятный, праздничный, дает такую атмосферу хорошую. И спектакли представлены были очень интересные. Коллеги наши в поиске. Есть спектакли вообще ошарашен. Просто она нам очень нужна, подпитка должна быть. Подпитка всегда. То есть смотреть, это сравнивать, это очень нужно. И спасибо большое организаторам вам. И это очень нужное мероприятие. Навруз, 13 фестивалей, первый раз я здесь. И она очень нужна. Я поздравляю коллег с спектаклями, интересными спектаклями. Мы с первых дней посмотрели почти все спектакли. То есть огромный. Есть нам что сказать коллегам, есть чему научиться. Очень приятно. Спасибо. Шахмурат, продолжите. Да. Всем здравствуйте, добрый день. Мы очень много слышали об этом фестивале, потому что Казахстан не в первый раз участвует, наш театр впервые участвует, поэтому очень хотелось сюда попасть. И я уже до этого в одном небольшом интервью говорил о том, что это у нас представление о слове фестиваль несколько иное. Фестиваль — это у нас очень строгое мероприятие, где есть члены жюри, где есть обязательное экспертное мнение, деление на места, дипломы. Ну, знаете, весь этот процесс, как на очень таких каких-то очень строгих конкурсах и мероприятиях. А здесь я вижу, что это праздник такой. Это целый день, это, знаете, открытые двери, ты всегда ходишь, смотришь спектакли, читаешь мысли людей, даже не понимая языка, читаешь мысли людей, слышишь их сердце. Все, что мы сейчас до этого времени видели, это биение, ритм сердца каждого человека, разные спектакли, и это огромное удовольствие. И нам тоже посчастливилось вчера постучать своими сердцами на сцене. Это было прекрасно. Это праздник. Я очень рад, что мы принимаем участие в этом празднике. Спасибо большое. Молодежь театра
Прежде чем я молодежному театру передам, значит, слово, я бы хотел небольшой комментарий, потому что фестиваль развивался, он на самом деле не 13-й раз проходит в Казани. До этого он, там, у него есть история, вы можете посмотреть в билете, там, и вот с 98-го года он прижился уже на нашей земле. И он, конечно, претерпевал тоже. У нас когда-то тоже было так. Было отдельное жюри, плюс еще отдельно коллеги критиков. Фестиваль проводился 44 года, долго, так достаточно большой перерыв. Потом, значит, в этом году мы просто решили отказаться от обсуждений, потому что лучше показать больше хороших спектаклей. Это все превращается, сам театральный критик, это превращается в некую профанацию профессии, когда ты начинаешь... Ну, сидят 5-6 человек, и большой спектакль, которым люди, может быть, ставили, делали там год или даже несколько лет, обсуждают по 3 минуты, по 2 минуты, потому что времени другого нет. И каждый просто пробалтывает, говорит что-то такое, что ему кажется важным. Кажется, обсуждение вот, имеет смысл, когда формат, когда, вот, как помните, когда я еще работал в Джаз-театре, там, я приехал отбирать как раз для Науруза спектакли, и мы там говорили о спектакле, час, 40 минут об одном спектакле, как-то можно уже высказаться. Вот. Поэтому вот это новшество для нас тоже, мы, конечно, хотели вот тоже обратную связь получить, насколько это, да. Классно. Если можно предложение? Да, конечно. На будущее. А можно вот на будущее, на следующий день после спектакля устраивать встречи с режиссерами? Потому что очень много вопросов. Хороших. Мы будем. Мы вот делаем такие пресс-конференции. Почему вот сидят режиссеры, сидят актеры, можно же. Мы не можем Сергея Потапова на каждого спектакля звать. Так уж вышло, и фестиваль посвящен Якутии, и так уж вышло, что 4, а должно было быть 5 спектаклей, причем из разных все стран. Один в Якутии, один из Казахстана, наш спектакль, один из Хакасии, вот сейчас вы посмотрели, один из Алтая и Эстонии. То есть Алтай должен был приехать, не смог. То есть, уже люди начинали смеяться, у вас фестиваль Сергея Потапова. В общем, я рад, что вы как-то оценили эту нашу идею. А теперь, кто из вас, друзья, первый хочет режиссеру или директору дадим слово? Режиссеру? Давайте режиссеру Дину Карабаеву. Ваши какие-то впечатления, мысли? Спасибо большое. Добрый день. Здравствуйте. Впечатления, конечно, очень огромные. В моей небольшой практике это первый раз выезд на международный фестиваль. И на самом деле это очень трепетно. Я до сих пор пока еще не могу отойти. После спектакля очень все организовано, имеется в виду организационная часть, то есть каждый день, то есть ты не лежишь в гостинице, не отдыхаешь, то есть просматриваешь спектакли, и в принципе информационный багаж, он насыщен, и в этом смысле большое спасибо организации. Я приезжала на конференцию в 2013 году, впервые я там участвовала. Я огромное удовольствие получила в мастер-классе от Анны Степановой. Это просто здорово было. И вот я просто мечтала попасть на этот фестиваль, и получается, мечта сбылась. Спасибо вам большое за ваш фестиваль. Спасибо за ваш спектакль. За объединение такое тюркоязычных театров. На самом деле информация очень огромная. Мы как бы все расселены в разных точках Земли, но очень интересно наблюдать и за язык, то есть даже языкового барьера не существует, потому что мы с татарами можем на равных разговаривать, язык очень похож. То же самое и якутские спектакли, то есть даже без сурдоперевода. Поэтому вот это объединяющее очень трогает, и на самом деле появляется в твоей жизни некий большой, огромный импульс, который будет стимулировать дальше для создания новых постановок. Конечно же, учиться надо еще многому, то есть жизнь как бы медленно останавливается. Поэтому спасибо вам большое. Спасибо вам. За приглашение. Прежде чем вам слово передать, тоже прокомментирую немножечко. На самом деле от Казахстана всего поступило 17 заявок, и было отобрано 3 театра. Нами, мной, нами. Вот, правда, но конечно, всегда некоторые, не то чтобы обиды, некоторое непонимание, когда кому-то приходится отказывать.
Понимаете, жизнь такая, мы тоже, я отвечаю перед нашим зрителям, вот, как бы, за репутацией, мы, наш фестиваль, как бы, тоже хочется показать какие-то самые интересные, может быть, даже не очень ровные, но какие-то показывающие тенденции, а не общие места. Понимаете? Хороший, классический, но достаточно скучный с точки зрения театрального языка спектакль не очень хочется вести. Поэтому, правда, я очень рад, что вы попали. Это все благодаря вам, вы здесь благодаря вам. Благодаря вашему поиску, благодаря вашим каким-то стремлениям, амбициям. Только поэтому. И нет никаких других. Вы должны благодарить в данном случае себя. Сенстерна это Туванлар. Действительно, мы Туванлар, это и здесь фестиваль проходит в тюркоязычных народах. Мы, наши корни с одного истока. Мне очень впечатляет этот город, потому что наш театр находится в святой земле, это земля Абая, Шахарима, Мухтара, выдающихся казахских деятелей, казахов, это город Семипалатин, где мы сейчас работаем и трудимся. Каждый год у нас в семье проходит Сабантуй, из Казани приходят очень много наших родственников, татаров, и мы проводим это большое мероприятие. Вот 3 года назад, по-моему, как я помню, ваш экс-президент приезжал, мы его встречали. В общем, мы родственные народы, и мне очень понравился ваш город, потому что он исторически, он богат своей историей, посчастливилось, что мы сюда попали на этот фестиваль, что мы ходим по этой святой улице, проходишь и видишь здания исторические, которые не разрушены, они стоят веками. Мне очень понравилось. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам. Я, может быть, немного расскажу, потому что, наверное, может быть, неудобно. Я немножко расскажу о ситуации в Казанском театре, о проблемах и достижениях, а потом мы перейдем к сессии вопросов. Да? Просто в последние годы я стал достаточно часто бывать в Казахстане, и меня зовут на всякие фестивали, и просто зовут. И я вам хочу сказать, что сегодня эта республика очень большой, ощутимый шаг вперед сделала в развитии театрального искусства. Потому что вот еще достаточно лет 7-8 назад те коллективы, которые посылали заявки, те видео, которые вы смотрели, то, что потом то, что видели вживую, такой, знаете, вот был слишком такой традиционный тюркский подход. То есть это обязательно была какая-то притча. И не бывало так, чтобы не подали, например, чтобы не было, например, нашего прекрасного Чингиса Карикуловича, но которого просто уже, по-моему, застирали до дыр в театрах, в тюркских театрах. И хочется дать ему небольшой отдых, как вот, иногда хочется в русских театрах, да, например, хочется сказать, давайте, может быть, какой-то возьмем мораторий на Чехова, да, на пару лет. Хочется, чтобы какие-то новые подходы осуществлялись, а все, вот, те же самые юрты, те же самые деревянные фактуры, все. В этом смысле, конечно, казахский театр сейчас очень сильно преображается. И мы наверняка станем свидетелями в ближайшем будущем, я уверен, если дальше все так пойдет, понятно, что все непросто, что все, и как у нас, так и у них, это я вот для казахских, там, для других журналистов, как у нас, так и у них очень много завязано на деньги. Театр, который занимается поиском, ему очень сложно, очень просто штамповать спектакль для зрителей, каждый это умеет, и можно набить свой зал. Но когда театр начинает заниматься поиском и ищет новый театральный язык, он всегда сталкивается с риском утраты части зрителей, потому что зритель не приходит за поиском, он приходит за обычной жвачкой, за тем, что он видел вчера. И вот этот вот, при этом зрителя терять нельзя. И вот этот баланс постоянно, он определяет вектор движения. Мне кажется, сегодня вот там действительно и довольно много фестивалей проводятся, и вот какие-то интересные проекты возникают, и существенной проблемной зоной Казахстана является, в общем-то, недостаток современной драматургии местной. То есть она ощутима, это вот прямо видно. И я тут никого не хочу, как бы, вот мне так кажется, вы можете со мной поспорить, а вот нет, вот появился прекрасный автор. К сожалению. И какая-то есть определенная все-таки приторможенность по части художников театральных. Все-таки есть
ну, скажем так, вот этот пробел. Две такие главные проблемы фундаментальные. Зато выросла целая генерация молодых интересных режиссеров, почти постоянный резидент нашего фестиваля Гульсина, значит, из Ауда, из ряда других. То есть вот Дина, да, вот теперь мы знаем. То есть появился ряд режиссеров, там определенных поколений, от 30+, да, которые действительно создают какой-то новый театр. И он действительно не просто новый, современный, он не теряя свое казахского начала, он при этом абсолютно открыт всем мировым тенденциям. И, может быть, мы сейчас пока еще не видим каких-то конкретных результатов этого, но в ближайшем будущем, если... Ну, опять-таки, в Казахстане 43, по-моему, театры. 57 уже. Каждый год открываются новые театры. 57 из них, наверное, 43 казахских, наверное, где-то вот так. 40 казахских, не положу, да? То есть, понимаете, все они разные, на самом деле. Кто-то, конечно, идет в ногу со временем, кто-то, как всегда, как это бывает, отстает. Но в целом, по театрам-лидерам заметны вот эти вот тенденции, о которых я говорил. И результат он придет, это же всегда, театр это всегда забег на долгую дистанцию, это никогда не спринт. Все, у меня все, друзья, ваши вопросы. Актеру дайте, пожалуйста, слово. А как? Урдабаев. Слово. А он же говорил, Илья Хакимович, все высказались об общих впечатлениях от фестиваля Казани, а сейчас мы переходим к конкретным каким-то вопросам. Как актер. Ждем. Можно я один вопрос задам? Вот где вы учились на режиссера, да? И какие еще постановки? Да, я закончила режиссуру в городе Астана у Юрия Ивановича Ханин год назад. До этого у меня есть актерское образование, закончила актерское у Дмитриева Иосифа Александровича. Постановки, ну где-то 10 постановок у меня есть по Казахстану. Последняя моя постановка, одна из, это в Корейском академическом театре, я поставила казахскую национальную драматургию по пьесе Габита Мусрепова. А вы какие пьесы, драматургия какая у вас? Ну, в частности, я как начинающий то есть режиссер, я больше ориентируюсь на классику. Я люблю классику. Я считаю, что в классике можно развернуться. Вот. Но пока еще не было попыток совершить, то есть поставить современную драматургию. Пока, думаю, у меня еще время есть в будущем, пока вот в поисках. И в этом поиске мне помогает классическая драматургия. Классические, русские и зарубежные, Да, да, да. Ну и казахскую, если и казахскую. Мусрепов, и как? Да, и казахскую. Еще можно? А Фиру вы можете рассказать? Это был Россия? Да, Федру я поставила в Астане в частном театре. Да, это был Жан Рассин. Так как перевода не было на казахский язык, мы заказывали перевод, в общем, старались придержать того Александрийского стиля. Да, да. Это было очень сложно, потому что то есть по языковым каким-то звучанием оно немножко сбивалось. Поэтому мы старались, чтобы это было все-таки, то есть не терять этот стол. Я поставила это на двух актеров, это Ипполита и саму Федру. Замечательно. Жан Рассин, мой любимый алжирский театр. Спектакль, к сожалению, сейчас приостановлен. Если будет что-то по Рассину, сразу шлите мне, прям количество почты. Я правда очень люблю эту драматургию. Я люблю его за его напыщенность. А мне кажется, что с ним можно творить чудеса. Друзья, вопросы ваши. Будьте активны, пожалуйста. Даже вы никаких вопросов не разговариваете. Ну, вы можете задать любой вопрос, потому что все говорили примерно одно и то же. Такой хороший фестиваль, такой хороший организатор. Спасибо, что позвали. В общем, в принципе, разными словами говорили об этом. Вишневый сад это кто? Вишневый сад это вот двое мужчин в центре. По краям это я не посмотрю.
Поставил уже. Да, А там Актер, да, актер, я вот, понимаю, да, я понимаю, да. Ну, это же как бы столкновение двух художественных миров, тюркского и русского. Вот у меня такое впечатление, что они все-таки не слились. Потому что там самое начало спектакля играет на домбре, как бы, задел, на домбре. На домбре. А этот, как бы, ну, западное, что ли, начало, купец, он как бы кричит и кривляется над ним. Ну, И тогда получается, что весь спектакль это как бы все-таки отстраненный такой взгляд на достаточно чужую культуру. Спасибо за ваш вопрос. Прежде всего, когда был постановочный процесс, как раз был разговор с Сергеем, были подобные у нас тоже вопросы о том, что это столкновение, и он запретил использовать слово «столкновение» в принципе. Нельзя сталкивать или не сталкивать какие-то вещи, чтобы ждать из этого какого-то результата. Нужно принимать это так, как мы это принимаем. Именно поэтому Чехов был переведен для нас, я имею в виду, имена персонажей были переведены на казахский, некоторые моменты в текстах были переведены, адаптированы под наши актуальные темы, которые поднимались за последние 10-8 лет, политические, народные, все, что происходит с нами сейчас. Поэтому этот Чехов, он стал, именно это Чехов, именно эта пьеса и именно этот спектакль стал отражением того, что сейчас испытывают и что переживает наш народ, наш казахский народ. И это величие автора в том, что пьеса настолько оказалась удобной и гибкой, что мы смогли, наверное, благодаря режиссеру и таким смелым отчасти решением, как вы говорите, домбра, да, колбасы где-то кривляются, такими вот так, средствами выражения сказать то, чего очень хочется сказать. И причем смело пытаться говорить об этом на больших площадках. Вот. И поэтому я не думаю, что было какое-то столкновение, это скорее было принятие. Мы приняли, мы попытались вместе с этим подышать, вместе с этим просуществовать. И каждая фраза, которая исполняется тем или иным артистом, каждый диалог, он звучит для нас очень по-казахски, он звучит для нас очень от себя. Вы не напрасно заметили, были такие сложности, были, ну, если вы читаете прессу, вы знаете, что такие были вопросы, которые поднимались в нашей стране, и они, конечно, для тех, кто живет в этой стране, называет себя казахом, живет на этой земле, это очень больная тема, очень болезненная тема. И это не единственный спектакль, посредством которого мы пытаемся выражать то, что происходит с нами, и как мы к этому относимся. Пожалуйста, в тексте есть такое точное указание. Это произошло на Святой. Это когда произошло? Еще раз. Это произошло на Святой. Там просто написано. Вот вчера произошел один из героев. На Святой мы поехали туда. На Святой это когда? На Святой. Простите, мне нужно выяснить. Мне выяснить. А какое-то отрезок действие было? Да не важно, Мы-то понимаете. исполняем Дело в это том, на что в этом и есть всегда, поскольку не первый раз вижу любые переносы, переносов много, современные, но всегда остаются хвосты. Всегда весь текст невозможно уложить, все равно что-то пропускается. И мне кажется, что здесь тоже проскакивали какие-то моменты, потому что, Сережа уже реактивный режиссер, он же все быстро ставит, некогда все чистить. Мне кажется, что там остались вот такие текстовые, именно, я же не говорил о режиссуре, а об артистах замечательных. Просто текстовой это все равно текст гибридный. Ну понятно, я признал, что ты слушаешь. Ну, ты знаешь, что такое на Святой? Я думаю, что тут Я такой момент Троица. есть. Троица. Ну, Святая неделя, конечно. Так, а у меня вопрос вот как раз относительно современной драматургии. Олег Лаевский, великий театральный деятель. Да. Дело в том, что вот сегодня в России очень много ставят, немного, но ставится уже Надаров. И ставится, да, и ставится вот недавно спектакль по пьесе «Магазин», получил гран-при на фестивале малых театров городов России и будет перевезен в Москву. И спектакль, в общем, эта пьеса, вот как раз если мы говорим о какой-то опасности драматургии, все-таки Чехов безопасен. Можно списать на все, что угодно. А Железнодоров опасен как драматург, потому что он ухватывает серьезные процессы, происходящие в двух странах, и в России, и в Казахстане. Это процессы неоднозначные и здесь. Насколько вот его драматургия, в частности, «Магазин», не только «Беруши» или там «Джут», ну «Джут» идет, я знаю, да, а «Магазин»?
Нет, магазин. Магазин. Шабанушки поставили. Жут идет и... Жут идет, И И он приедет на мастер-класс проводить гидромоторку. Ну, а магазин есть какие-то причины не ставить или просто... Нет, просто режиссер. Просто... Понятно. Спасибо. Да, все-таки меньше режиссеров, что хотелось бы. Для самой, наверное, после России самая Жут еще национальная меньше ставится. страна театральная это Казахстан. Потому что там и корейский театр, и немецкий театр, и узбекский театр, и русский. Ну, я В знаю, общем, что огромное количество национальных театров. Быстрее одинаково. Каждый народ, который проживает там более или менее компактно, представлен театром. Да. Так что, ну вот это я просто говорю, что не с тобой в кабинете сижу, тут журналисты какие-то Я есть. вот задавал вопрос уже якутским режиссерам, да? Ну, хочу задать его вам. А казахский зритель, он как воспринял «Вишневый сад»? Он на него ходит? Ну, хороший вопрос. Первый сад, первый, да. Первая реакция была очень неоднозначная, потому что мы... Я почему спрашиваю? Потому что Борисов сказал, что якуты на Чехова не ходят. Ходит на Шекспира. Да, русские тоже на Чехова не очень ходят. А что, на Шекспира ходят? А уж на Шекспира тоже. На Куни ходят. Шекспир написал Куни пьесы, и они все ходят. Как сказать, у нас зритель несколько был до этого приучен, привыкший к несколько другим формам, к другим спектаклям. И была такая несколько удивительная реакция. Они разделились на два лагеря. Некоторые приняли, поняли, хотели еще, им не хватало. Другие, ну, была, в общем, разная реакция. Другие негодовали, никак не могли понять, что происходит. Но, собственно, для этого, наверное, это и делалось, чтобы как-то, не знаю, расшевелить привыкшего зрителя к спокойному, разжеванному материалу, чтобы уже немножко выйти, и какие-то мысли после этого возникали в течение нескольких, пусть даже дней, чтобы человек долго думал, и, там, бился в мыслях, что же произошло, как мне себе это объяснить и с кем-то это пообсуждать, чем сидеть, понять все просто и забыть через минут 20. Поэтому, наверное, именно для такого вот шока это и делалось. И получилось, как получилось. Друзья, вопрос еще. Давайте так, никто никого не принуждает, и если вопросов нет, то мы сейчас поблагодарим наших спикеров, скажем им спасибо за оба спектакля. Я хочу сказать, что делегация не совсем полная, просто у нас Талгат, директор театра кукол, он будет завтра на пресс-конференции, посвященной театру кукол. Мы решили, пусть будет так. Вот. Но есть еще завтрашний спектакль «Золотой человек» про одно из чудес Казахстана, такая легенда красивая, и артефакт тоже. Вот, то есть милости просим всех, кто... Да. Простите мне мою казахскую нескромность. Просто у нас так принято, и хотел бы представить наших режиссеров. Мы, как Казахский театр, перевели свою экспертную комиссию для обмена опытом, чтобы они проследили и посмотрели наши спектакли. Алимбек Токтарович Розбеков, режиссер нашего театра, также Запов Булат Касымжанович, также режиссер нашего театра. И Нурлан Геуманович, но он, я думаю, сейчас смотрит достопримечательности. И актеры нашего театра Спар Фондер, Путилов Нуркен и молодая составляющая. Это не скромно по-казахски, но... Это абсолютно нормально. Всем большое спасибо. До новых встреч. Спасибо.